Масштабные празднества в честь 1100-летия крещения Алании все ближе. А пока в рамках подготовки к этому событию в Северной Осетии реконструируют и восстанавливают различные культурные объекты. В их числе и мемориальный дом-музей Костахи Тагурова в селении Нар. Специалисты, которые занимаются реставрацией дома, отмечают, работа кропотливая и достаточно непредсказуемая. Столкнулись с проблемами, которые не предусмотрели. Подробнее в нашем следующем сюжете. Его образ стал символом всего высокого и благородного, путеводной звездой целого народа. Слова выдающегося ученого Василия Ивановича Абаева как нельзя лучше передают то, кем является для нас Коста. Над его наследием время не властно. Именно здесь, в Наре, начинается история жизни гениального поэта, драматурга, просветителя, публициста, чье творчество соединило прошлое и будущее остинского народа. На горном склоне возвышается дом. Здесь родился и провел свое детство Костахи Тагуров. В 1939 году здание получило статус музея. Изначально был хлев, хазар, но к 120-летию было достроено еще 2 яруса, дабы представить более объемную экспозицию. В 1979 году здесь возвели 4-этажное здание, стилизованное под жилую башню в горах. Автор реконструкции дома – архитектор Анатолий Птимиров. Каменная кладка напоминает старинную постройку и идеально вписывается в горный пейзаж. Тогда же обновили экспозицию музея предметами, характеризующими жизнь и творчество Костахи Тагурова как поэта, художника и общественного деятеля. А этнографическая часть «Хлев и Хазар» наглядно показывали атмосферу горских жилищ того времени. В 1979 году был открыт мемориальный дом-музей Костахи Ивановича Хитагурова, который мы видим сегодня. И с того времени, если говорить о том, в каком состоянии пребывало здание дома-музея, то, скажем так, капитальная реконструкция, капитальный ремонт в здании не производился. Нынешнюю масштабную реконструкцию мемориального музейного комплекса в Наре ждали не 1 год. Ремонт проводили в юбилейные даты. Теперь дом реставрируют в рамках празднования 1100-летия крещения Алании. Компания «Скифос РСК» разработала проект, который получил положительное заключение Государственной историко-культурной экспертизы и согласован в Комитете по охране и использованию объектов культурного наследия. Стараемся сделать максимальное качество. Буквально на днях мы туда ездили с директором Национального музея Асланом Аркадьевичем Цуцеевым. Он сам тоже лично инспектировал. Особо отмечу, что все работы производятся под контролем. Помимо авторского надзора, есть еще технический надзор заказчика, а еще есть надзор Комитета по охране и использованию объектов культурного наследия. То есть это такое, знаете, сито, через которое все наши работы проходят. Конечно, главная задача – сохранить первоначальный облик объекта культурного наследия, но вместе с тем важно создать современные и комфортные условия. Специалисты восстанавливают исторический облик здания не только снаружи, но и внутри. Увеличат мощность электрики, а еще здесь появится отопление. К слову, прежде его никогда не было. Теперь мемориальный дом-музей сможет работать круглый год. Все коммуникации подземные. Сейчас специалисты завершают стяжку пола и штукатурку стен, приступают к побелке. Затем будут восстанавливать паркет. Его сохранение тоже немаловажно. Уже во время работ, как это часто бывает, столкнулись с проблемами, которые не предусмотрели изначально. Система отопления повлекла за собой установку очистных сооружений. Вместе с тем все внутренние интерьеры также мы постарались отремонтировать. Выполнены работы по устройству площадок и сланца, замене их, которые пришли уже в негодность в результате, сколько уже 50 лет прошло. Недавно к нам обратились с просьбой заменить несколько дверей, которые предполагалось просто окрасить. Мы, разумеется, это сделаем, потому что мы понимаем значимость и ценность этого объекта для культурной жизни. Наши контрактные обязательства заканчиваются в декабре 2021 года. Я думаю, убежден, что согласно тому графику, к которому мы движемся, безусловно, мы успеем. Из-за реконструкции в мемориальном доме-музея в Наре в этом году, к сожалению, не удастся организовать традиционное празднование в честь дня рождения Костахи Тагурова.
Мероприятия проведут во Владикавказе, в доме-музее на улице Бутырина. Именно здесь он жил, когда вернулся из Херсона в 1901 году. 15 октября традиционно во Владикавказе возложат цветы к памятникам Куста Хитагурова. А во всех школах, вузах и других образовательных учреждениях пройдут памятные вечера. Фатима Дзадзоева, Давид Битиев, Владимир Кокоев. Специально для программы «В итоге».